Привет всем! Это новый выпуск интеллектуального видеожурнала «Уебануться». Видеожурнал «Уебануться» — бортовой журнал тонущего корабля. ВКонтакте есть такая группа, «Дружная шва» называется. Там проходят различные конкурсы, акции, в том числе и благотворительные. Например, в одном из торговых центров установлены специальные боксы для того, чтобы каждый смог помочь, чем сможет, будь то пачка макарон или килограмм крупы. И депутат Госсовета Коми Владимир Жариков решил попиариться на теме раздачи макароний щукам. Добрый день, дорогие ежницы. Здесь проходит замечательная акция «Дари добро, помоги еду». Я хочу с удовольствием присоединиться к ней, тоже помочь тем, кто в этом нуждается. Спасибо, у вас доброе сердце. Нигде не сообщается, положил ли данный депутат что-то в этот благотворительный бокс, поэтому вполне вероятно, что эту пиар-акцию Жарикову оплатили сами жители Швы. Такому пиар-ходу наверняка аплодируют даже евреи. Я просто похлопаю. В сети появилось видео из раздевалки для персонала в инфекционной больнице в Сыктывкаре, где проходит лечение самые тяжелые больные коронавирусом. Работники говорят, что начальство просто отдало приказ набросать доски. Теперь стало понятно, почему медикам не выдают защитные костюмы, потому что еще не подвезли акваланги. 1 июня в интернете и на воркутинском телевидении вышел сюжет, в котором местные коновалы из скорой помощи жалуются на отсутствие выплат, обещанных Узурпутиным. Как говорится, комитет нафиг не нужны. Разумеется, что после публикации этого видео сразу началась проверка Следственного комитета, а врачам тут же все выплатили до копейки. Хе-хе, но не в нашей республике приколов. Сначала сожгли тачку журналиста и руководителя телекомпании Геннадия Князева. В натуре класс, заебись, четко. Этот поджог связывают с его журналистской оппозиционной деятельностью, но есть и другое мнение. Заниматься в одиночку и на собственные средства телевизионной деятельностью достаточно проблематично, поэтому, чтобы получить от местных властей государственное финансирование, создается впечатление жертвы, пострадавшей за правду. Такая вот независимая журналистика в России. Как там на самом деле разберется Следственный комитет, который уже приступил к проверке по факту обращения медиков? А вы не забывайте делиться видео, потому что это единственный актуальный видеожурнал, освещающий события в Республике Коми. Ставьте лайки, жмите на колокольчик и обязательно жмакни на морду Анатолича, чтобы подписаться на канал. Всем до новых встреч!